О самых заметных событиях четверга вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Инвестиции в Дальний Восток. На этой неделе стартует 8-й Восточный экономический форум. Что покажет Якутия? Нас миллион. В Якутске на площади Ленина торжественно открыли инсталляцию. Она напоминает, в Якутии теперь проживает 1 миллион человек. Общественное наблюдение на предстоящих выборах нацелено предотвратить вмешательство в избирательный процесс, что входит в обязанности наблюдателей. Точка кипения в Якутске отметит юбилей 5 лет с момента открытия. С какими достижениями платформа встречает первую круглую дату? В Триумфе стартовал 14-й международный турнир по вольной борьбе памяти выдающегося тренера олимпийских чемпионов Дмитрия Коркина. В этом году мероприятие особенное. Уже на этой неделе во Владивостоке стартует 8-й Восточный экономический форум. Его главная цель – стимулирование инвестиций и всестороннее развитие регионов Дальнего Востока. Якутия с самого начала проведения форума принимает в нем активное участие. За это время в регион привлекли более 800 миллиардов рублей инвестиций. Как ВЭФ повлиял на республику и каких соглашений ждать на форуме? Об этом в материале Петра Васильева. Теплицы Саюри – это ВЭФ. Волс в Арктике – это тоже ВЭФ. Ветродизельный комплекс в Стиксе – это ВЭФ. Новые микрорайоны в Якутске и крупнейших городах республики – это тоже ВЭФ. Ежегодно республика на полях форума заключает важнейшие соглашения, благодаря которым в регионе появляются инфраструктурные, промышленные и социальные объекты, которые напрямую влияют на качество жизни каждого жителя Якутии. Прошедший в минувшем году форум не стал исключением. Рекордные 30 соглашений на общую сумму свыше 330 миллиардов рублей. Достаточно большой существенный объем этих соглашений позволил нам в этом году приступить к реализации таких крупнейших проектов, как, например, Кичузский золотопромышленный кластер. Не будем забывать о социальных проектах. В прошлом году было подписано соглашение в рамках форума с корпорацией ВБРФ по реализации целого ряда проектов образовательной сферы, ГЧП, концессионных. В частности, по проектам прошколы были подписаны соглашения. В этом году уже начато строительство. И что особенно важно, соглашения, принятые на форуме, не откладывают в долгий ящик. Например, строительство атомной станции малой мощности на севере Якутии обсуждалось на полях ВЭФ-2022. А уже в августе этого года в Усть-Куйге состоялось торжественное открытие поселка строителей, которые будут возводить атомную станцию. Я уверен, что будут строиться и новые электростанции, все строятся они по плану. И, безусловно, вот та огромная экономия дизельного топлива, которая идет сегодня, это не только вклад в огромную экологию поселков, но это, конечно же, и прямые уже выгоды для энергокомпаний. Каждая тонна, она для обычных других регионов, наверное, это чуть ли не 10 тонн. И это далеко не единичный пример. Помимо промышленных и экономических проектов, Якутия на ВЭФ-2022 уделила большое внимание развитию туристического потенциала региона. Это и соглашение с рядом регионов Дальнего Востока, и крупнейшими туроператорами России. Как результат, уже через год эксперты отмечают значительное увеличение турпотока в республике. У нас с каждым годом развивается. Количество туристов с каждым годом все больше и больше становится. Это и экстремальные туристы, и те люди, которые приехали за познавательным туризмом, экотуризмом и за этнографическим туризмом. В последнее время больше людей из Владивостока, с Приморского края, Хабаровского края. Ну и, само собой, с центральной России тоже приезжает. В рамках форума этого года Якутия планирует заключить около 30 соглашений с привлечением инвестиций более чем в 100 миллиардов рублей. Их диапазон более чем широкий, начиная от межрегиональных и международных сотрудничеств, заканчивая созданием промышленных объектов и крупных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, связи и жилья. Наверное, из таких знаковых, особо примечательных, это соглашение по погранпереходу Джалинда. Это крупный инфраструктурный
логистический проект, который позволит решить республике свои задачи в плане вывоза продукции. Это добавит около 10 миллионов тонн в год вывоз угольной продукции, железной руды, леса, пиломатериалов. На пути к сотрудничеству, миру и процветанию. Так звучит девиз форума этого года, который пройдет с 10 по 13 сентября. И видя результаты прошлых лет, можно с уверенностью сказать, что Восточный экономический форум для Якутии – одна из важнейших площадок для успешного развития и процветания во многих аспектах. Петр Васильев, Артем Алексеев, Семен Семенов, Якутск. Идем далее. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбудили по факту схода 9 вагонов с рельсом в Алданском районе. Накануне примерно 21 час на участке Алдан-Нижнебестях произошел сход 9 вагонов в грузовом поезде. Об этом сообщала пресс-служба компании «Железные дороги Якутии». В результате повреждены пути на протяжении 300 метров. Движение поездов по участку приостановлено. Из-за схода задержан пассажирский поезд Нижнебестях-Благовещен. Все пассажиры поезда автобусами доставлены до станции. Сейчас на месте происшествия идут следственные действия. Задача стоит за сутки путь восстановить. Сложности восстановления нет, потому что характер повреждения достаточно простой. Повреждены в пределах 300 метров только шпалы, рельсы в состоянии в хорошем. По предварительным рассмотрениям, по предварительным, так сказать, оценкам, которые были сделаны и специалистами нашими, и специалистами правоохранительных органов, уже сразу ясно, что это не дело не инфраструктуры, состояние пути стабильное, хорошее, не состояние подвижного состава, претензий к вагонам и к платформам нет. В большей степени это нарушение технических условий при погрузке груза на открытые платформы. В этом сегодня, так сказать, вся загвоздка. Сейчас идет исследование. Изъяты образцы крепления, которым были укреплен этот груз на платформы. Сегодня он изъят, выносится. Идет перегрузка тех вагонов, которые сегодня временно не сняты. Груз, который попал в эти вагоны, и там в основном контейнера. Да, действительно, есть 3 цистерны, 2 здесь стороны, одна с бензином, но, значит, каких-то нарушений и экологических там нет. На месте находится пожарный расчет, который в случае чего-то, пожара, возгорания, ничего нету. Все идет штатно, компания работает, убирает. К сожалению, такие случаи бывают. На любой инфраструктуре никто от этого не застрахован. Глава Якутии Айсан Николаев дал старт работе новой обогатительной фабрики в Тампонском улусе. Речь идет о фабрике Верхняя Минкече. Ее мощность составит 330 тысяч тонн в год. Для обогащения руд месторождения выбрана комбинированная гравитационно-флотационная схема, позволяющая получить максимальное извлечение металла. Кроме того, в ходе работы предприятие рассчитывает извлекать попутные компоненты – свинец, цинк и кадмий. На предприятии будет создано более 800 новых рабочих мест. НАС «Миллион» в Якутске на площади Ленина торжественно открыли инсталляцию. Она напоминает о том, что в июне этого года в семье Ануфриевых родилась девочка, которая стала миллионным жителем республики. Длина объекта 12 метров, высота около 2 метров. Инсталляция выполнена из современных материалов, позволяющих выдерживать любые морозы и перепады температур. Идея создания принадлежит группе общественников. Авторы объекта запустили в Якутске рекламную кампанию, разместив баннеры со слоганом, также посвященным достижению отметки в 1 миллион жителей. Напомним, что Якутия в последние годы занимает лидирующие позиции по демографическим показателям. Глава нашей республики на Эссехе объявил эту радостную новость, что республика вновь стала миллионной. Это заслуга всех. Конечно, миллионный житель для республики – это очень важно для экономики, потому что это новые финансирования, это новые вливания из федерального бюджета. И наш город благодаря этому будет еще больше развиваться, становиться чище, краше. Главное в это верить, главное вместе работать над тем, чтобы республика становилась еще лучше. И вместе мы точно сможем это добиться. Также глава Якутии подписал указ об учреждении Дня Усохо. Его будут отмечать ежегодно 25 мая. Об этом он сообщил сегодня во время массового Усохо-сплочения. Указ подписан в целях сохранения и популяризации объекта нематериального культурного наследия народов России. На площади Орджоникидзе собрались сотни якутян, именитые запевалы Усохо, а также почетные гости, среди которых 3 героя России – Алексей Неустроев, Филипп Евсеев и Александр Колесов.
Напомним, в ноябре прошлого года якутский круговой танец с Сохой включили в список 100 шедевров нематериального наследия народов России. Общественное наблюдение на предстоящих выборах нацелено предотвратить вмешательство в избирательный процесс. Независимым наблюдателям Якутска вручены направления для работы на избирательных участках. При нарушениях во время голосования вся информация будет поступать в Центр наблюдения при Общественной палате республики. Подробности в сюжете. Хотя тема маленького человека часто встречается в литературе, и можно услышать «человек-винтик в механизме» или «мой голос все равно ничего не решает», общаясь с независимыми наблюдателями, поражаешься, как много может сделать один человек. Вера Прокопьевна Амосова живет в Якутске 23 года. За это время так подняла свое ТСЖ, что жильцы сегодня способны сами заменить в доме лифт. Во время нашего проживания в этом дому мы меняли почти все, начиная со стен, кончая всех вентилей. Я, например, 17 лет председатель Женсовета Октябрьского округа. Мы всегда помогаем и, например, в округу. Бригадир-координатор общественных наблюдателей в Нюрнбергском районе Анна Ивановна Киселева является и общественным инспектором по экологии. Не боится требовать от промпредприятий проектных решений по экологии. Является первостроителем Южно-Якутского угольного комплекса. У жителей Крайнего Севера выборы каждый раз пробуждают надежду. Голосование в оленеводческих участках для Веры Николаевны Тырылгиной – это радость встречи с земляками. Ведь на полгода уезжают ребята. Сама работает в музее «Отличник культуры». Нужно обновлять инфраструктуру в селе Колымское, завозить стройматериалы через морской порт, считает она. Семья общественного наблюдателя из Мирного Ольги Анатольевны Гранкиной обязательно ходит на выборы. Как отмечает, больше молодежи стало приходить. Люди активизировались, хотят голосовать. С помощью избранников народа снова поднять вопрос о пенсионном возрасте, обратить внимание на ценовую политику на продукты, на дороговизну жилья. Запуском рудника «Мир» больше станет рабочих мест. Приходя на выборы, гражданин проявляет политическую субъектность. Где многоуровневые выборы, избирателям в руки выдадут по 5-6 бюллетеней. При испорченном бюллетене можно попросить взамен другой. В этом случае составляется акт. Общественный наблюдатель вправе следить за подсчетом голосов, ознакомиться с любым бюллетенем и протоколами. Валерия Дрехинская, Якутск. Тем временем завершилось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Представители избирательных комиссий передвигались на различных видах транспорта, в том числе авиа и наземным способом. В основном голосовали оленеводы, представители золотодобывающих компаний и те, кто работает вахтовым методом. Всего за эти дни участие в выборах приняли 137 избирателей. В настоящий момент избирательные комиссии готовы к организации выборов всех уровней. Сейчас завершается доставка необходимой документации, проводятся последние обучающие семинары и рабочие совещания специалистов участковых комиссий. Досрочное голосование обеспечивали члены Нюрнбергской, а также члены участковых избирательных комиссий. Всего нами было охвачено 12 точек по нескольким маршрутам. В каждом поселении, в каждой точке избиратели нас очень встречали радостно, с удовольствием голосовали, радовались нашему приезду, выражали свою признательность в том, что мы приехали и дали возможность им проголосовать и принять участие в формировании органов местной власти, органов законодательной власти, проголосовать за своих кандидатов. В селе Качкацы торжественно сварили первый стык внутрипоселковых газовых сетей. Напомним, в Наслеге реализуется пилотный проект автономной газификации. Планируют перевести местную котельную на сжиженный природный газ. Подробности расскажет Виолетта Засимова. Как известно, заречные наследия Хангаласского улуса не охвачены газификацией. Здесь до сих пор дома отапливают дровами. Естественно, тема газификации на отчетах правительства озвучивается постоянно. Но, кажется, в скором времени данная тема будет подниматься все реже. Дело в том, что в селе Качкацы начал свою реализацию пилотный проект по переводу местной котельной на сжиженный природный газ. К слову, это такой газ, который искусственно переведен в жидкое состояние для удобства хранения и транспортировки. Разговоры о реализации пилотного проекта начались 2 года назад, а сегодня состоялось первое значимое событие – торжественная сварка первого стыка внутрипоселковых газовых сетей.
Работы по монтажу внутрипоселкового газопровода должны завершиться до конца ноября. Генеральным подрядчиком выступает компания «Саха Альтертрейд». Здесь общая длина газопровода 22 километра и где-то 400 выходов на дома. Далее запланировано строительство специальной инфраструктуры для хранения и регазификации сжиженного газа. Следом подключение к сетям частного сектора и социальных объектов. Ожидаемая дата прихода голубого топлива в дома местных жителей – отопительный сезон 2024-2025. Всю жизнь топили печку, так и жили. Сейчас с приходом новшества, да, как бы пока не знаю, как себя вести. Надеюсь, будет концовочка, да, и мы увидим вот этот свет, огонь, и поступит, наверное. Надеемся. В случае успешной реализации проекта по такому же принципу будут работать и другие котельные Заречья. Отмечу, что это очень важный пилотный проект для республики. И положительный опыт, который мы получим, будет масштабироваться дальше. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Ну а в Алданской центральной районной больнице идет очередной этап капитального ремонта по программе модернизации учреждений здравоохранения первичного звена. Сейчас работы ведут в отделении хирургии. Как идет процесс и что он в себя включает, узнавала Татьяна Вахнина. В Алданской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт. Реконструкционно-отделочный фронт сейчас находится в отделении хирургии. Здесь будет заменена отопительная система, отремонтированы полы и потолки, произведены электромонтажные работы. В палатах и помещениях запланирована установка новых дверей и окон. Также будет произведена перепланировка операционных, оперблока. Оперблок будет расширен, санпины изменились, соответственно, пытаемся все приводить в соответствие. Как вы можете увидеть, это будущая плановая операционная. Объем косметической отделки также станет немалым. Он включает оштукатуривание и окрашивание стен, а также частичную укладку кафеля. Средства на капитальный ремонт Алданская ЦРБ получила по региональной программе модернизации учреждений здравоохранения первичного звена. Напомним, в прошлом году работы завершились в детской городской поликлинике, в терапии, неврологии и первичном сосудистом отделении. Ранее реконструкция была проведена в педиатрической и акушерской службах. В этом году мы уже произвели ремонт кровли основного корпуса трехэтажного здания Комарова 27. Начат ремонт в гинекологическом отделении. Проведение работ в хирургическом стационаре рассчитано на 4 месяца. Работы ведутся по графику. Ожидается, что отделение примет пациентов на исходе осени. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Проект «Мастер-план. Вызовы и решения» нацелен на разработку стратегий, подходящих к Якутску, что построено на вечной мерзлоте. В него входит развитие социальной и сервисной сферы, формирование благоприятной среды для развития человеческого потенциала и многое другое. На круглом столе обсудили комплексное развитие территории, преимущественно говорили о ликвидации аварийного жилья, схеме транспортного каркаса, связанного со строительством моста через Лену, обсудили дизайн-код города и многое другое. Все эти проекты позволят создать необходимые предпосылки для дальнейшего роста и развития нашей столицы. Специальный казначейский кредит мы уже получили, для того, чтобы начать первые объекты, как мы говорим, мастер-плана, это благоустройство 3 общественных территорий в городе Якутске. На то, чтобы начать переселять уже людей из верхоаварийного жилья в районе спортивных. Да, если будут вопросы, готовы дальше отвечать. Но мой общий посыл в том, что мастер-план – это не набор объектов, мастер-план – это про жизнь, это про то, чем здесь будут люди заниматься, какие доходы получать, какие доходы будут крутиться здесь в городе и создавать новые красивые креативные пространства. Точка кипения в Якутске отметит юбилей 5 лет с момента открытия. На мероприятии соберутся участники сообщества и подведут итоги работы, а также рассмотрят новые векторы и перспективы развития Якутии и России. С какими достижениями точка кипения встречает первый юбилей, расскажет Даяна Федорова.
По России пространство коллективной работы «Точка кипения» насчитывается более 160 площадок. В Якутске пространство появилось в сентябре 2018 года. Эта площадка служит местом притяжения не только для жителей всей республики, но и для людей, приезжающих со всего мира и других регионов страны. На этой площадке люди коммуницируют по проектам и инициативам, а также проводится много различных мероприятий. В последующие годы «Точка кипения» также будет помогать тем людям, которые развиваются. Мы создали свою региональную сеть пространств по образу и подобию «Точки кипения». Они у нас в 6 населенных пунктах сегодня существуют, и рассчитываем, что дальше еще будут увеличиваться. Эти пространства называются пространство развития сетим, то есть связь, да. Ну и мы определенный смысл заложили. Например, вот в этом слове мы обозначаем сити, городское мышление, то есть городское мышление. В основном эти пространства создаются в муниципалитетах сельской местности. За прошедшие 5 лет через эту площадку прошло более 55 тысяч человек. Из них почти 43 тысячи – это жители города Якутска. На этой площадке инициировались такие популярные проекты, как новая модель села, микрополис, Кандыкан, Якутск-Гоу, креативный кластер «Квартал труда», парк будущих поколений, штаб цифровой трансформации и многие другие проекты по благоустройству населенных пунктов республики. «Точка кипения» – это бесплатная площадка в формате коворкинга, место, куда можно прийти поработать над проектами и идеями. У меня собственное предприятие, занимаюсь чат-ботами, и «Точка кипения» – это очень хорошая площадка. Здесь что хорошо, здесь можно в том числе делать собственные мероприятия бесплатные. Но удобно, что это в центре города. Бесплатно для всех, как и для организаторов, там можно, как бесплатная аренда, в том числе и все мероприятия здесь бесплатные. Да. И они все профильные, там, по бизнесу, по интернету, по развитию нашего региона. Там, конечно, удобно, классно. В рамках юбилейного мероприятия представлена обширная программа. Панельная сессия, дискуссии, стратегические и экспертные сессии, выставка беспилотных систем и другие мероприятия по актуальным темам и направлениям прогрессивного развития. В дальнейшем по республике планируют открывать новые площадки «Точки кипения». Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Якутск. Амфитеатр для концертов, ярмарочная площадь и горки, на которых можно кататься круглый год. Все это ждет посетителей городского парка в Мирном через пару лет. В прошлом году жители Алмазного региона озвучили мэрии предложения по благоустройству территории. Специалисты собрали идеи в один план и выдвинули проект на федеральный конкурс благоустройства малых городов Дальнего Востока. Чтобы ознакомиться с проектом победителем, глава республики Асан Николаев прибыл с рабочим визитом в Мирный. По программе благоустройства федеральный бюджет выделил 150 миллионов рублей. Вклад внесет и Алроса, направит 52 миллиона. В парке расширят зону фонтанов, расположат национальные экспонаты и арт-объекты якутских мастеров, построят рестораны, зону барбекю. Работы начнут в следующем году. Увидеть обновленный парк горожане и гости смогут через 2 года. Очередной рейд госавтоинспекции прошел в Ленске. На этот раз проверили родителей на наличие удерживающих устройств. До середины сентября в городе будет проходить акция «Внимание, дети!». Поэтому наряды ГИБДД постоянно дежурят около детских садов и школ. Подробности в сюжете. Детский сад «Золотой ключик». 7:40 утра. Сотрудники госавтоинспекции уже на месте. Начинают подъезжать первые воспитанники с родителями. Можно заметить, что практически все они спешат. Времени усадить свое чадо в удерживающее устройство, видимо, у многих не нашлось. И это печально. Проводим данное профилактическое мероприятие каждый день вблизи учебных заведений. Так скажем, что нарушения имеются. Да, стараемся большую часть проводить беседы с водителями, также непосредственно с родителями, а именно, чтобы перевозили детей в соответствии с правилами. У большинства родителей дети находились не пристегнутыми на задних сиденьях автомобиля, но были и те, у кого они сидели без удерживающих устройств, к тому же еще на переднем пассажирском сиденье. За грубое нарушение родителям был выписан крупный штраф и проведена профилактическая беседа. Выявление нарушения, проводим профилактические беседы с водителями о том, что необходимо детей до 7 лет перевозить исключительно в детских креслах, если ребенок соответствует весу либо росту. И также необходимо до 11 лет перевозить детей на заднем
сиденья, либо на переднем с использованием ремней безопасности, либо детского удерживающего устройства. Вот и автомобиль, где ребенок находится в удерживающем устройстве. Александра Музычева оказалась одной из немногих ответственных родителей, кто позаботился о безопасности своего ребенка. Мы всегда пользуемся детским креслом, потому что, в первую очередь, даже безопасность наша не так важна, как безопасность наших детей. Поэтому без этого никуда. В процессе рейда было проверено несколько десятков автомобилей. Выявлены нарушения. В отношении вас будет вынесено постановление по статье 12.23, часть 3. Это перевозка детей без специального удерживающего устройства. Тамерлан, пройдемте, пожалуйста, в служебный автомобиль. Рейдовые мероприятия будут продолжаться и дальше. Сотрудники госавтоинспекции проведут их и вблизи школ. Во время мероприятия учеников инспектора проверят на знание правил дорожного движения. Светлана Полеева, Виталий Андреев, Ленск. Теперь о спорте. В «Триумфе» стартовал 14-й международный турнир по вольной борьбе памяти выдающегося тренера олимпийских чемпионов Дмитрия Коркина. В этом году исполнилось 95 лет со дня его рождения, поэтому мероприятие особенное. С борцами встретилась наш корреспондент Мария Кардашевская. Одно из самых ожидаемых спортивных событий года наконец началось. На протяжении 2 дней на ковер спорткомплекса «Триумф» выйдут 176 спортсменов из 15 стран. Прибыли борцы из Турции, Армении, Ирана и других стран, а также из 18 регионов страны. Среди борцов как уже титулованные спортсмены, так и начинающие. Один из тех, кто приехал отстаивать первенство в категории до 65 килограммов, Артур Батеев. Будучи родом из Осетии, в турнире он представляет Татарстан. Я очень давно хотел выступить тут. Так как тут умеют болеть, так разве что в Дагестане можно сравниться и в Осетии. И то, я думаю, нет. И спасибо им огромное за это. Честь Армении в этом году защищать приехали 2 борца. Они выступят в категории до 70 килограмм. Хачатур Папикян, призер Европы Ю-23. И Армен Мусикян, он чемпион Армении. Хорошие пацаны, хорошие спортсмены. Нормально, посмотрим, что будет. Ну а в состав сборной Якутии вошли ведущие борцы региона. Республику в этом году представляет 69 спортсменов. Как вы знаете, Виктор Рассадин у нас лидер. Он после перерыва сегодня выступает первый раз. Также у нас Константин Капрунов, тоже призер многих соревнований, будет участвовать. Белолюбский будет участвовать. Также наши все лидеры, Никита Сафронов, и, конечно же, 57 братья Капуловы. Пока на ковре идет захватывающая схватка, а болельщики бурно поддерживают своих любимцев. Спортсмены, которые еще не состязались, продолжают готовиться. 6 раз в неделю тренировались, по 2 тренировки в день. Получается, в общем, в день у нас 8 часов, 7-8 часов уходило только на тренировки. И упорно подошли к этому турниру. Посмотрим, как получится. Общий призовой фонд турнира в этом году составил 8 миллионов рублей. Чемпионы получат по 300 тысяч, за 2 место 200 тысяч, за 3 100 тысяч рублей. Ну а тренеры чемпионов получат по 100 тысяч рублей. Кроме того, победителям будет присвоено звание мастера спорта международного класса. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. И о погоде. Сильные дожди, мокрый снег и до минус 5 градусов прогнозируют в Якутии завтра. Так, в ближайшие сутки в Алданском, Нерюнгринском и Усть-Майском районах пройдут сильные дожди. Также на юге ожидается сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. На северо-востоке, Нижней Лене, на востоке центральных районов небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью в центральных районах упадет до 0, минус 5 градусов. На востоке республики до +1, +6. В Якутске тоже обещают заморозки. Ночью столбик термометра покажет до минус 2 градусов. Днем будет +7, +9 без существенных осадков. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.